Возлюбленные Господи, братья и сестры, всех поздравляем с праздником апостола, евангелиста Иоанна Богослова, апостола любви. С точки зрения богословия, апостол Иоанн Богослов – это человек удивительный. Он носитель двух важнейших принципов богопознания. Вот если так говорить философски. Смотрите, во-первых, это человек из совершенно обедневшей семьи, сын рыбака. Человек молодой, человек, не получивший никакого образования вообще, и становится сыном Громовым, первым из апостолов и первым из богословов, который носит такое имя. Мы знаем, что у нас с вами всего 3 человека носят имя богослова. Иоанн Богослов, Симеон Новый Богослов и Григорий Богослов. Вот почему? В чем здесь тайна апостола-евангелиста? Ну, здесь, наверное, Господь, Он же являет нам свою истину часто через жизнь людей. И вот Иоанн Богослов, во-первых, он символ чистоты. Молодой мальчик, который искренне любит Иисуса Христа, его родственник ближайший, что истина, она нравственна, и она открывается прежде всего вот в чистоте. Это первое. Второй принцип, который являет собой апостол Иоанн Богослов, утверждает, что человек, любой человек, обладатель ума, а только люди, ангелы и Бог, обладают именно умом, не рассудком, не рассудочной деятельностью, а триединым умом – ум, разум, дух, величайшая тайна православного богословия. Так вот, ум человеческий способен вместить истину божественную во всей полноте, без научения. Так пишут святые, величайшие святые православной церкви. А уже научение происходит через разум. Разум – это структурирующая сила ума. Вот, то есть понимание вот этой интуитивной истины займет у человека всю его жизнь здесь, на земле, и вечную, наверное, жизнь. А сама полнота истины может вместиться вот так, интуитивно, в одно мгновение. Вот какой удивительный у нас святой, и какая память какого удивительного человека мы с вами празднуем. Ну, а на бытовом уровне, конечно, величайший дар апостола-евангелиста Иоанна Богослова – это огромное, бесконечное, любящее сердце. К концу жизни, когда он был уже ветхим человеком, вы помните, что он прожил больше 100 лет, он уже не мог произносить большие проповеди, учить своих учеников. И проповедь его в конце жизни была очень простая – «Чадца, да любите друг друга». Кстати, переводчик на русский язык Евангелия не смог перевести вот точно эту фразу. Рука дрогнула. Не дети любите друг друга, как написано в русском переводе, а детки, да любите друг друга. Вот, братья и сестры, память какого святого мы сегодня с вами празднуем. Христос воскресе!